Уважаемый абитуриент, мы очень рады, что вы выбрали Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахиддина Акмоллы. Сегодня в рамках нашей консультации мы остановимся на нескольких моментах. Во-первых, мы поговорим об организации самого вступительного испытания, и, во-вторых, я остановлюсь на отдельных содержательных аспектах, на которые нужно обратить внимание при подготовке к выполнению данного теста. Итак, разрешите представиться. Меня зовут Буркова Татьяна Александровна, доктор филологических наук, заведующий кафедрой романо-германского языкознания и зарубежной литературы БГПУ имени Мифтахиддина Акмоллы. Итак, давайте перейдем к процедуре самого экзамена. Форма и процедура проведения экзамена, и они будут отражены на сайте в программе вступительных испытаний. У всех абитуриентов есть личный кабинет, да, и вся информация там, то есть списки подавших, расписание экзаменов, важные даты, ссылки на программу для подготовки, все это можно найти на нашем сайте. Обратите внимание, что до экзамена на почту, если, кстати, ничего не пришло, то проверьте, пожалуйста, эту папку спам. Да? Придет логин и пароль для входа в систему экзамена. Обратите внимание, что логин и пароль от личного кабинета и на экзамен разные. Вы должны перейти по ссылке и поменять временный пароль на свой. С этим логином и вашим паролем вы сдаете все назначенные вам экзамены, а логин и пароль выдаются только один раз на все экзамены. Личный кабинет, там есть также расписание вступительных испытаний, где указана дата, да, то есть это справка, кнопка «Сдать онлайн», вы вводите логин и пароль, который до этого пришел на почту, и дальше идет «Начать тестирование». Как только вы нажали эту кнопку «Начать тестирование», начинается отсчет времени. Следите, пожалуйста, за временем. На сдачу экзамена дается только одна попытка. Доступ к экзамену открыт согласно расписанию. Да, и в этот период вы заходите в систему, как я уже говорила, и после этого начинается отсчет времени. Пересдачи не предусмотрены, и самое позднее время входа – 1,5 часа. То есть за 1,5 часа до закрытия системы вам обязательно нужно в эту систему войти. Ну вот, что касается организационных вопросов, а теперь мне хотелось бы остановиться на содержательных моментах, да, на что нужно обратить внимание при подготовке к вступительному испытанию по предмету немецкий язык. Да, мы поговорим о том, на какие темы следует обратить внимание, какие разделы проверяются из области немецкого языка, если так можно сказать. Ну и разберем несколько примеров. Итак, вот эта программа, обратите внимание, вот так вот она выглядит, программа вступительного испытания по общеобразовательному предмету. Мы пройдемся по отдельным ее пунктам. Кстати, на что бы хотелось мне еще раз обратить ваше внимание, что чего нельзя делать, да? То есть нельзя привлекать помощь третьих лиц, предоставлять доступ к компьютерному тестированию третьих лиц, использовать учебную справочную литературу, конспекты и иную вспомогательную литературу. Ну вот это все можно будет как раз и посмотреть в этой программе. Разделы. Обратите внимание, да, самый большой, самый важный раздел – это, конечно, грамматика немецкого языка. Здесь проверяются разные грамматические темы. Посмотрите, пожалуйста, это времена, это согласование времен, это залог, наклонение, модальные глаголы, управление глаголов. То есть вы видите, что из 10 пунктов, представленных на экране, 50%, да, с пункта 1.1 до пункта 1.5 все это связано с глаголом, потому что немецкий язык, он крутится вокруг глагола, и все темы, которые здесь отражены, и наклонение, и управление, и страдательный залог, и времена, и согласование времен. Вот на это нужно обратить внимание. Понятно, что номинальные части речи, такие как артикль,
местоимения, предлоги, степени сравнения прилагательных, наречия, склонения существительных и прилагательных. Они также находят место. Ну и синтаксис, как одна из важных составляющих грамматики немецкого языка. Здесь, конечно, речь идет о различных типах придаточных предложений, о сложно сочиненных предложениях, о простых предложениях и их моделях. Если говорить о морфологии, которая касается непосредственно глагола, то мы видим, что какие типичные ошибки бывают, допускают во время теста, то есть на что обратить внимание. Это, конечно, 3 формы глагола. Мы знаем, что в немецком языке есть слабые глаголы, есть сильные глаголы, модальные глаголы, вспомогательные, возвратные, с отделяемыми приставками, с неотделяемыми приставками. И как правильно, грамотно вы образуете 3 формы глагола, от этого будет зависеть, конечно, правильность вашего ответа. Итак, 3 формы глагола, особенно сильные глаголы. Что касается слабых глаголов, здесь, как правило, проблем не бывает. Единственное, что если мы речь ведем о второй форме глагола, которая называется претеритум, да, претеритум, то здесь важно, что первая и третья формы совпадают. То есть если мы берем глагол sagen и 3 формы образуем, sagen, sagte, gesagt, то вот эта вторая форма глагола, что если я буду говорить от себя, ich sagte, да, я сказал, и он сказал, er sagte. Первая и третья форма совпадает, это важное правило. Сильные глаголы. На что здесь нужно обратить внимание? Скорее всего, это спряжение глаголов в настоящем времени. Особенно это глаголы с корневой гласной да, имеющие чередование. То есть меняется на и, причем это либо долгое и, либо краткое и. Здесь мы говорим с вами о таких глаголах, как lesen, sehen, geben, empfehlen, befehlen. То есть эти глаголы при спряжении в настоящем времени во втором и третьем лице единственного числа получают долгую и. Да? Lesen, du liest, er liest. И серия сильных глаголов, которые получают краткую и. Да? Такие глаголы, как, например, essen, messen, fressen, vergessen, stechen, brechen, sprechen, versprechen, nehmen, gelten, treffen, treten и так далее. То есть, спрягая данный глагол в настоящем времени, мы меняем корневую гласную, и у нас получается глагол nehmen, er nimmt, du nimmst. Глагол essen, er isst, du isst. Вот на это нужно обратить внимание. Возвратные глаголы. Что важно с этими глаголами? Я всегда это правило объясняю таким образом, что у каждого «ich», да, есть своя «mich». То есть если в русском языке, да, например, я интересуюсь, ты интересуешься, мы интересуемся, эта «ся», она практически не меняется, она связана с глаголом, то в немецком языке это «sich» у возвратного глагола, это отдельный компонент. И вот это «sich» будет меняться в зависимости от того, в каком лице вы употребляете глагол. То есть ich interessiere mich für Musik. Du interessierst dich, слышим, да, für Musik. Er interessiert sich für Musik. Если wir, пожалуйста, смотрите грамматику и еще раз проверяйте себя, насколько грамотно, правильно вы запомнили это правило. Следующий момент, на что нужно обратить внимание, это глаголы, да, глаголы с отделяемыми приставками и с неотделяемыми приставками. Но если с неотделяемыми приставками, их нужно просто запомнить, да? Б, Г, er, ver, sehr, and, mit. Наличие этих глаголов говорит о том, что приставка не отделяется. Здесь, как правило, ошибок не делают, потому что в русском языке тоже найдет, найдешь, не отделяется приставка, она идет вместе с глаголом. Вот это правило распространяется на приставки, не отделяемые в немецком языке. Отделяемые приставки, в свою очередь, сам термин говорит о том, что они отделяются от глагола и уходят в конец предложения. Вот здесь можно через синтаксис проверить, насколько грамотно вы владеете данной темой. Да? То есть, например,
Heute werden diese Maßnahmen, я не знаю, где-то там durchgeführt. Да, вот она отделяется приставка, еще и при спряжении, вернее, при образовании причастия второго, Partizip 2, Г стоит между этой как раз приставкой и между глаголом. Ну, если мы другой приведем, nimmt daran teil. Вот она, teil, отделилась, ушла, конец предложения. Пожалуйста, на эту просьбу обратить внимание. Основные формы глагола, 3 формы глагола, инфинитив, претеритив, партицip 2, об этом я уже обратила ваше внимание. Также, ну, основные формы сильных глаголов, здесь, конечно, их нужно заучивать, есть определенные ряды аплаута, но для вас легче их, наверное, просто выучить. Да? Lesen, las, gelesen, springen, sprang, gesprungen, да? Singen, sang, gesungen и так далее. И так далее. Кроме того, ведь грамматику мы с вами изучаем не ради грамматики. Грамматика нам нужна для того, чтобы в коммуникации правильно строить предложение, да, грамотно, чтобы коммуникация состоялась, нас могли понять. Поэтому здесь как бы проработайте, какие времена употребляются когда. То есть когда мы употребляем претеритум. Да, в какой сфере, в какой коммуникативной ситуации нам важен претеритум. Когда мы употребляем перфект, вот на эти темы как раз в тестах и будут определенные задания. Что такое плюсквамперфект и когда он употребляется в немецком языке. Вот на это, пожалуйста, тоже обратите внимание, на образование и особенности употребления. Еще одна, наверное, из важных составляющих, на что нужно обратить внимание, это употребление вспомогательных глаголов haben или sein. Ну, все мы в школе изучаем английский язык, мы понимаем, что в английском языке достаточно одного глагола, да, to have, I have done, I have written. В немецком языке вот этот глагол have, который в английском, он из двух состоит элементов, да, либо мы haben ставим, либо мы sein ставим. Ich habe dieses Buch bis zum Ende noch nicht gelesen. Ich bin nach Hause gefahren. Вот здесь, пожалуйста, тоже просмотрите в грамматиках, когда у нас употребляется вспомогательный глагол haben, а когда у нас употребляется вспомогательный глагол sein. Ну, если так вкратце, можно сказать, что, например, вот те sich-Verben, да, возвратные глаголы, о которых я уже упоминала выше, они всегда употребляются вспомогательным глаголом haben. Да? Ich habe mich für Musik früher interessiert. Да? Дальше глаголы, которые обозначают явление природы. Es hat stark geregnet. Они тоже употребляются вспомогательным глаголом haben. Модальные глаголы употребляются вспомогательным глаголом haben. Ну и так далее. Вы это все можете увидеть в соответствующих сборниках по грамматике. Что нам еще здесь важно? В системе наклонения немецкого языка обратите внимание, пожалуйста, на образование повелительного наклонения, так называемое побудительное предложение, да, когда мы просим кого-то что-то сделать. Прочитай, скажи, да, переведи. То есть каким образом образуется повелительное наклонение. Вот. Пассив, страдательный залог, мы понимаем, что он тоже важен, поскольку если мы хотим абстрагироваться, да, дистанцироваться от субъекта действия, то мы используем пассивный залог. Да, страдательный залог, пассив, то есть дом строится, книга читается, текст переводится. И здесь, конечно, тоже для нас надо понимать, каким образом мы формируем или образуем этот страдательный глагол. Ну вот возьмем с вами элементарный пример. Ich lese ein Buch. Das Buch wird gelesen. Wurde gelesen. Ist gelesen worden. War gelesen worden. Wird gelesen werden. То есть сейчас я вам показала, как этот страдательный залог в различных временах используется, вернее, образуется. Ну, наверное, в пределах школьной программы нас интересует также так называемое управление глаголов.
Я всегда привожу пример из английского языка. Мы там учим to wait for, вот это вот for, которое не совпадает с русским языком, да, потому что в русском языке я жду тебя, кого что, или to listen to something, да, опять слушать что в немецком, прошу прощения, в русском языке кого что, а здесь стоит предлог. Вот на эти глаголы, которые просят после себя конкретного предлога, тоже обратите внимание. Это застывшие формы, и я всегда рекомендую, если вы учите этот глагол и запоминаете его, то сразу учите управление глагола. То есть warten auf Akkusativ. Вот это auf у вас warten, оно будет всегда вместе идти. Sich interessieren für. Да? Abschied nehmen или sich verabschieden von Dativ. Ну и так далее, и так далее. И последний момент, что нам здесь также важно, это конструкции haben, sein плюс zu плюс Infinitiv. Scheinen плюс zu плюс Infinitiv. Ich habe dieses Buch noch zu lesen. Конечно, эта конструкция, она может быть заменена синонимично, да? Ich soll или ich muss там, ich soll dieses Buch noch lesen. Вот здесь надо посмотреть, когда мы эту zu ставим с инфинитивом, когда не ставим. Поэтому есть перечень глаголов, после которых zu или инфинитив обязательно с zu стоит. Например, hat versprochen, das Geld zurückzugeben. Да, вот это zu, вот она с вами, у нас она здесь стоит. Или такие глаголы, как beginnen, anfangen, fortsetzen, fortfahren, они требуют после себя инфинитива с этой частицей zu. Ну и, конечно, посмотрите на особенности употребления глаголов sein, haben и werden. Мы с вами знаем, что эти глаголы, они могут функционировать в языке как полнозначные глаголы, и в то же время они могут выступать как вспомогательные глаголы. Вот что касается непосредственно самого глагола. Дальше давайте посмотрим следующий момент. Другие части речи. Имя существительное, наверное, тоже здесь важный момент, на что мы должны обратить внимание, как правильно определить род существительного. Потому что именно от этого будет зависеть и множественное число, от этого будет зависеть склонение существительного в соответствующем падеже. То есть если вы, например, существительное мужского рода der, да, а вы его определили как das с артиклем, неправильный род у вас указан, то, соответственно, у вас уже винительный падеж будет, если вы под der, у вас будет den. А мы знаем, что если это существительное среднего рода, das, то аккузатив verlangt auch das. Поэтому еще один момент, на что я часто обращаю внимание, мы существительные запоминаем с артиклем. Род существительного непосредственно с артиклем. Конечно, есть отдельные правила, которые помогают нам определить род существительного. И поэтому опять в грамматиках вы можете посмотреть, потому что здесь есть как бы два принципа, как мы запоминаем род существительного. Это морфологический так называемый принцип, а есть так называемый семантический принцип. Морфология, то есть мы по конкретным определенным суффиксам можем твердо говорить о том, что это существительное либо среднего рода, либо женского рода, либо мужского рода. Ну так, например, вот мы возьмем такие суффиксы, как ling, да, ig, ling, or, ismus. Мы понимаем, что это для существительных мужского рода. Если мы возьмем tum, hen, ma, meint, tum, да, line, это существительные среднего рода. Или там Zion, Schaft, Heit, Kite, On – это существительные женского рода. Что касается семантического признака, здесь речь идет о группах, да, тематических группах существительных, которые мы можем говорить, что вот эта группа – это, как правило, существительные среднего рода. Вот эта группа – это существительные мужского рода. Пожалуйста, в грамматиках тоже это представлено. Ну и переходя к склонению имен существительных, мы видим, да, у нас есть сильное склонение, слабое склонение, женское склонение, смешанное склонение. Самое, наверное, простое здесь выучить существительные слабого склонения. Соответственно, с женским родом проблем как таковых в грамматике не бывает.
У сильного склонения мы только «с» в выразительном падеже добавляем к существительному, а вот существительные слабого склонения, они получают «н» во всех падежах, да, мужского рода. Тут надо просто знать четко для себя алгоритм, как вы это запоминаете. Первое – название склонения, да, сильное склонение. Дальше – а что является? Задавайте себе вопросы. Если вы на них можете ответить, продолжайте дальше по алгоритму работать. Если нет, вернитесь, пролистайте грамматику и посмотрите. Да? Итак, первое – тип склонения. Ага, сильное. А что является признаком, или там слабое, давайте, слабое. А что является признаком слабого склонения? То-то, 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 посмотрели. Да, «н» во всех падежах, кроме мужского рода. Хорошо, кроме именительного падежа. Тогда мы задаем следующий вопрос. А какие существительные относятся к данному типу склонения? В данном случае у нас слабое склонение, и вы их перечисляете. Соответственно, вы помните, да, то есть это либо diesen auf die Nationalitäten bezeichnen, ja, weiter maskuliner mit Fremdsuffixen и так далее, и так далее. Способы образования множественного числа. Вспоминайте опять грамматику, что традиционно принято разделять все, по способу образования множественного числа существительные на 5 групп. Соответственно, первая группа – это Существительные получают Характерно в первую очередь для существительных мужского рода, хотя отдельные некоторые другие тоже имеют место в этой группе. Вторая группа – это существительные, которые получают «н», характерны для существительных женского рода. Третья группа – это существительные, которые получают «р», характерны для существительных среднего рода. Самый классный, как я говорю, тип – это четвертый, где меняем только артикль der Lehrer, die Lehrerin. Множественное число, прошу прощения, der Lehrer, die Lehrer. Мы меняем только артикль der Arbeiter, die Arbeiter. И последние, здесь, конечно, больше заимствованные существительные, здесь их нужно запоминать. Вот что касается важных моментов с именем существительным. Также, пожалуйста, обратите внимание на употребление артикля. Здесь важно это артикль, наверное, потому что в русском языке не представлена эта часть речи, артикль, и поэтому здесь надо для себя определенные правила усваивать. Когда существительное в первый раз употребляется, да, или когда существительное является уникальным, значит, оно просит для себя конкретный только артикль, ну и так далее, и так далее, и так далее. О том, как употребляется артикль, например, с именами собственными, с профессиями. Вот здесь, кстати, часто путают в словаре, вернее, в тестах. Почему? Потому что в английском мы говорим he is an engineer. Да, вот это «n». У нас получается в английском языке стоит неопределенный артикль. И мы по аналогии говорим, также и в немецком языке. На самом деле в английском артикль стоит, а профессии в немецком языке, как правило, употребляются без артикля. Имя прилагательное. Очень важное и сложное, хотя, наверное, не всегда нарушает коммуникацию, но тем не менее наша же задача грамотно говорить. Вот здесь обратите внимание на то, как склоняются прилагательные. Вот я подробно вам говорила о склонении существительных, а здесь речь идет о склонении прилагательных. Пожалуйста, посмотрите, пожалуйста. Ну и остальные части речи у нас остались: наречия, местоимения, предлоги, союзы, частицы. Ну, про предлоги мы с вами тоже уже говорили. Здесь как дважды два – 4. Если вы говорите о предлогах, которые управляют дательным падежом, для себя сразу mit, nach, aus, zu, von, bei. И дальше добавляю сюда immer датив, выбирай. Ну и здесь идет их продолжение, да, seit, außer, entgegen, gegenüber и так далее. Или предлоги, которые управляют дательным или винительным падежом, в зависимости от того, какой вы вопрос задаете. То есть если вы говорите «куда?», «wohin gehe ich?», Ich gehe in den Park. Wohin? Для нас это уже сигнал, что артикль должен стоять в винительном падеже. Wo bin ich? Ich bin in dem Park или im Park. Где? Wo? Значит, для нас сигнал, что артикль должен стоять в дательном падеже. Но отсюда вытекает, что нам надо знать, как артикль меняется в зависимости от рода существительного и в зависимости от падежа. И для себя вы выстраиваете схему, да, схему падежей номинатив, генитив, датив, аккузатив. И у вас как бы вот эта матрица, она в голове уже застывшая. Если маскулином, мы вспоминаем der, des, dem, den.
Если это у нас с вами средний род, das, des, dem, das. Женский род die, der, die. Мгм. Ну и, соответственно, множественное число die, der, den, die. Все, вот по этой схеме мы дальше работаем, зная, каким падежом управляет, каким падежом управляет предлог, мы уже вот эту схему артикля автоматически сюда подставляем. Что касается союзов, сочинительных союзов, здесь, наверное, просто для себя обратите внимание на порядок слов. Влияют или не влияют какие союзов влияют на порядок слов, какие не влияют. Второй большой раздел у нас с вами это синтаксис, то, о чем я говорила. Здесь, конечно, обратите внимание на типы предложений, особенно на сложно подчиненные предложения. И здесь как бы для себя. In jedem deutschen Nebensatz hat das Verb den letzten Platz. Вот это вот формула, по которой мы работаем. И как вводятся придаточные предложения, какие типы придаточных предложений есть, на это тоже обратите внимание. Второй раздел. Итак, как я уже сказала, я максимально сфокусировала свое внимание на грамматике немецкого языка. Но это не единственное, что есть в немецком языке, потому что грамматика для нас это с вами просто такой вот кирпичики, да, зная грамматику, лексику, мы выстраиваем, и у нас возникает коммуникация. Итак, темы лексические вы видите, какие представлены на экране. Они касаются всех тех этапов, вернее, всех тех тем, которые изучаются в рамках школьной программы. Вы видите, это семья, члены семьи, одежда, покупки, друзья, взаимоотношения с друзьями, школьная жизнь, система образования, учеба, планы на будущее, проблемы молодежи. Ну и, конечно, никак мы не можем обойти то, что очень актуально в Германии, на что очень обращают внимание немцы, это охрана природы, экологические проблемы. Конечно, и в нашей стране, и в странах изучаемого языка. Ну и плавно, если мы будем говорить о жизни и творчестве замечательных людей, представителей разных эпох и так далее, это мы потихонечку с вами переходим к к страноведению или лингвостроноведению. Ну, несколько моментов о словообразовании хотела бы сказать. Я тоже уже это упоминала. То есть это именно существительные, и у них есть суффиксы, как мы говорили. И по отдельным суффиксам можно определить род существительного. Ну, в частности, вот мы видим Unkeitschaft. То есть это существительные женского рода. Поэтому мы спокойно можем с вами ставить артикль die, например, die Übung, да, die Freundschaft. Не ошибетесь здесь die Heiterkeit, да, ставить. Если вот последнее вы посмотрите Chen, Lein, Tum, да, Chen, das Mädchen, das Tischlein. То же самое мы видим здесь, раз эти суффиксы, то это средний род. Неотделяемые приставки, о чем я уже тоже выше говорила, не буду больше на этом останавливаться. Что касается словосложения, для себя еще раз уточним, что если, допустим, в сложном слове встречается два существительных, то род мы определяем по последнему компоненту. Вот. Ну и третий раздел здесь у нас, это, конечно, раздел страноведения, лингвостроноведения. То есть все, что касается культуры страны изучаемого языка. А это и фразеология, это и фоновая лексика, это и пословицы, знание реалий, это национальная кухня, да, это и географические и природные особенности страны, это и система образования, особенности быта, праздники, события, известные представители в области культуры, литературы, экономики, техники, различных других областей общественно-политической жизни. Ну, что мы еще тут посмотрим с вами? Примерные задания, какие могут быть. Вот один из них, пожалуйста. Mein Auto ist dein Auto. Вот здесь какая нам тема, посмотрите, важно. Да, то есть здесь идет сравнение. Значит, нам надо посмотреть эту тему. Mein Auto ist so alt wie dein Auto. Да? Дальше мы видим ich, mein Auto hier stehen. То есть нужно здесь
правильно подставить. А для себя нужно знать, что такое stehen bleiben, да, или lassen. Да, bleiben – это я. Ich bleibe hier stehen. Ich lasse mein Auto hier stehen. Ну и полезные материалы – это, скорее всего, для нас вопросы для самоконтроля, которые позволят нам еще раз вернуться. А помню я эту тему или нет? На что мне нужно обратить внимание? Ну, смотрите, какие сильные глаголы не изменяют корневой гласный при спряжении? Хороший вопрос. Я, кстати, вам больше говорила о том, что какие сильные глаголы меняют корневую гласную. Да? Помните? Essen, messen, fressen, vergessen, stechen, brechen и так далее. Или там lesen, geben и так далее. А здесь у нас речь идет о глаголах gehen, ich gehe, du gehst, heben, ich hebe, du hebst. Вот эти глаголы. Ну и так далее. Вы здесь можете это посмотреть и обратить на это внимание. Какие прилагательные склоняются по сильному типу, я уже на это обратила внимание. Ну и рекомендуемая литература, как вы видите, прежде чем приступить к вступительным испытаниям, повторите основные правила немецкой грамматики и используя предложенный список литературы. Но на самом деле это не единственный список литературы, это рекомендованный. В настоящее время и на просторах сети интернет можно найти разного характера пособия, можно самому попробовать в режиме онлайн проработать по конкретной теме тест и проверить, насколько вы владеете этой информацией. Ну, наверное, это все, что бы мне хотелось на сегодня с вами проговорить, проконсультировать. Конечно, если у вас будут вопросы, вы можете писать. Мой телефон 8 917 75 52 825. Я надеюсь, что то, о чем я сегодня вам говорила, было полезно, и на основе этого вы сможете еще лучше подготовиться к этому вступительному экзамену. И надеюсь, что в перспективе мы будем видеть вас в рядах студентов Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Всем спасибо, успехов и удачи на экзамене. До свидания.